Здравствуйте. Последний звонок прозвучит на этой неделе для всех выпускников школ страны. О целевом наборе в высшие учебные заведения Москвы мы говорим с постоянным представителем Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрием Куприяновым. Здравствуйте, Юрий Степанович. Добрый день. В чем преимущество целевого набора? Целевой набор, я думаю, что это достижение нашей республики. У нас действительно был сначала очень большой набор, потом где-то 700 человек, сейчас, наверное, где-то совсем уже маленький. Знаете почему? Потому что у нас появился Северо-Восточный федеральный университет. На территории нашей республики расширил. И те специальности, которые раньше у нас в Якутии были недостижимы, они сейчас можно получить в Якутске. Поэтому количество обучаемых в Санкт-Петербурге, в Москве, в Томске, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке, несомненно, сокращается. Задача была целевого набора такая, что обучать тех, которых в Якутске невозможно получить специальности. Получить больше квалификаций. Сегодня больше вопрос стоит о том, что вот эти ребята, которые здесь обучаются, не просто получают специальности, они проходят еще стажировку как личности, становление человека в Москве. Трудоустройство – это вот итог той работы, которую 5 лет обучали, квалификацию получили, и это действительно дорога в жизнь. Юрий Степанович, а есть ли такие цифры прошлогодние выпускники вузов, какой процент трудоустроено? Наверное, эти цифры есть, может быть, не совсем в процентах, а вообще существует ведь такая проблема. Я знаю, что вы очень плотно работаете с обучающимися в вузах Москвы, они сюда к вам приходят, устраиваются встречи. И, как правило, самый важный вопрос, который поднимают сами будущие выпускники, а ныне студенты, это вот озабоченность тем, что смогут ли они трудоустроиться. Заканчивают очень хорошие престижные вузы. Бывает такое, что потом работают не по специальности. Но будем о проблемах говорить прямо. Да, конечно. Ну, во-первых, как родитель. У меня тоже свои дети, которые обучились, сейчас работают. Во-вторых, уже второй год я здесь работаю по спредам. И 3 года я работал министром профессионального образования. То есть, когда отправляешь на учебу, каждый родитель хочет, чтобы ребенок учился. Ты делаешь доброе дело. Помочь человеку найти себя в жизни, научиться стать специалистом. Проходит 5 лет очень быстро. Приходит молодой человек, который вот, он привык уже жить в Москве, какой-то немножко он оброс такими связями. Требовательность есть, да, где я буду работать, сколько зарплата будет, какая там возможность получить социальный пакет, там, квартира, прочие вопросы. Поэтому мы больше работали на то, чтобы наша местная молодежь, якутская, была направлена на получение специальностей промышленного характера. У нас, несомненно, и в этом году больше вопросов к Министерству промышленности есть. Многим предприятиям, которым мы должны найти работу. Какие сложности? Сложности каждый год. И в прошлом году, и в этом году везде будут определения человеку его вот вакансий. Ну, потом же много вопросов житейского характера. Там зарплата не устраивает. Некоторых даже климат, некоторых, ну, в Неринге там, или Мирном не может устраивать. Но, тем не менее, основная масса процентов 75-80 находит свое вот целевое назначение по той специальности, которой работали. И я благодарен группе ребят, которые закончили вот Губкинский и Бауманский высшее учебное заведение Москвы, которые создали общественную организацию. Это Павел Ксенофонтов, Саша Гоголев. Вот они, ребята, объединяют для того, чтобы инженеры, которые получили именно по той программе, которая еще со времен вот, первого нашего президента Михаила Ильича Николаева и дальше Штуров, сегодня Егор Афанасьевич Борисов, продолжается тема «Якутская молодежь должна быть представлена в промышленной сфере». И вот эту политику надо делать всем вместе. И родителям, общественникам, инженерам, которые уже обучились, и те, которые сегодня выходят. Мы должны идти прямо ту дорогу. Промышленное освоение Якутии должно происходить с участием нас, якутян, которые там родились, там живем. А то, что проценты прошлого года или этого года будут лучше, я думаю, что в этом году может быть лучше. Во-первых, чуть меньше заканчивают учебу. Во-вторых, год занятости. Несомненно, вот это внимание, ходатайство, общение. И вообще, когда мы все стараемся это решить, оно дает плоды. В любом случае улучшает вот это и качественный показатель. Ну, во-вторых, мы получаем позитивное отношение молодого человека, который закончил, о том, что он не сирота, о нем беспокоится государство, не только родители, не только друзья, а вот именно государство. Поскольку уже мы работники министерств, мы все вот являемся государством для этого человека. И это очень важно. Иметь родину и понимать, что государство ждет тебя на работе. Скажите, пожалуйста, а какую-то помощь вы оказываете тем выпускникам, у которых, скажем так, сложилась какая-то, ну, может быть, не совсем стандартная ситуация? Например, вот 19 ребят в этом году захотели обучаться в магистратуре. Мы, естественно, выступили ходатайством перед Министерством образования для того, чтобы, во-первых, это были действительно люди, которые стремятся учиться, у них есть желание учиться, и более того, они все поступили на бюджетные места Российской Федерации. То есть они отлично сдали вступительный экзамен для того, чтобы продолжить. Правительство Республики Саха-Якутия здесь несет затраты как характера
съездить домой один раз, ну, туда-обратно съездить. И больше того, этот договор продолжается. И, и его стипендиального фонда, плюс его трудоустройство окончательно. Трудоустройство в любом случае это важное звено. Если идти примером, есть пример, который вот на завершающем цикле обучения выпускники все отправляют свои резюме, свои достижения учебы, крупные предприятия, которые их приглашают. Поэтому мы должны идти к тому, чтобы предприятия приглашали, чтобы у студента был выбор, куда идти работать, а не искать там последнюю дырку, которым он должен найти свое место, а потом уже думать оттуда, как он самореализуется. Мы же всегда вот живем по тому принципу: сначала ввязаться в бой, а там посмотрим. Да, действительно, человек уже сначала, вот промышленное предприятие предлагает рабочие специальности, хотя он уже инженер с высшим образованием. Он год должен себя показать, пройти этот этап, прежде чем стать там руководителем такого звена, который принимает существенные решения, повысить там здесь какие-то показатели, производительность каким-то изменить, себя найти в производстве. Не каждому случается, но это правильно, это надо делать. Вот Министерство здравоохранения, например, ребята должны продолжить что-то дальше обучаться, где-то найти свое место, чтобы четко было ясно, что он не зря вот он здесь получил такую квалификацию, чтобы обязательно не уехал там очень далеко там в район, да, для того, чтобы в ЛУЗ, для того, чтобы там вот защищать, а могут его сразу брать на такие, ну, учебные наши места, которые находятся и в Якутске. Хотя иногда возникает вопрос: все хотят работать в Якутске, а кто же будет работать в районах? Будут работать. Все мы эти направления должны учесть. За эти годы вместе работы у меня сложились хорошие отношения с ребятами. Я, во-первых, их понял, во-вторых, они обогатили меня. Сейчас студенты не те, которые мы учились 70-80-е годы. Очень хорошие, не все, конечно, которых, а те, которые хотят активно жить. Я был удивлен вот их новогодним балом. Они встречают Новый год без употребления алкогольных напитков, в стиле венского вальса. Они все танцуют здорово, все вот эти балы танцуют, мазурку танцуют, танцуют венский вальс. Я спрашивал ребят, зачем вам это надо? Это нам надо, говорит, в жизни. Мы же когда-то женимся, молодые ребята говорят: да, они специально здесь у нас по спредству приходят, тренируются, работают в этом аспекте. Иногда возникают моменты, когда Георгий, вот руководитель нашего объединения Айтал, обращается: Юрий Степанович, нам надо провести турслет, помогите здесь. Или конкурс даже красавец, помогите арендовать помещение. Мне хорошо, когда они нам доверяют. И приходят к нам не в гости, а приходят как в свой родной дом, наше поспредство. Я думаю, что в этом вот сила взаимопомощи нашей. Или когда вот сейчас случилось наводняние, или когда мы участвуем в каких-то мероприятиях, которые касаются бессмертного полка, итогов какое-то историческое событие. Вот буквально День Республики и прочие вещи. Без студентов, без нашего будущего мы ничего не делаем. У нас действительно активное вот взаимовыгодное сотрудничество. И они наше будущее. Мы это же понимаем. Ну вот говорили вы о расходах. Действительно, надо понимать, что бюджет республики тоже вот берет такую очень существенную нагрузку на подготовку специалистов. А если говорить о эффективности вот этих расходов на подготовку специалистов, что вы тут можете сказать? Вот вначале я сказал о том, что мы сначала готовили массовое направление. Мы брали все направления, буквально многие, для того, чтобы действительно Москва и Санкт-Петербург, ну и другие центры образования не стояли в стороне. Мы получили там, скажем, были привержены такой вот большой культуре образовательной, да, высшей, там, скажем. Ну и сегодня, сужая круг того, что и в Якутии образование сильно уже развивается, действительно количество людей, ребят, которые едут по целевому набору, сильно сократилось. Это говорит об эффективности. То есть сегодня надо направлять только на те места, которые действительно наши отраслевые министерства, наши крупные предприятия хотят видеть этих выпускников. Тогда вот эффективность, она будет стопроцентно, как бы существенно значима. Потом уже мы массово как бы все учимся в школе. А дальнейшую специальность правильно выбрали. Твердо себя видят в этой дороге единицы, кстати. Вот эти единицы надо поддерживать, в которых требуется действительно помощь государства, бюджета. Он, несомненно, даст этот эффект не деньгами, какими вещами. Оно 100 крат обратится, если даже расчеты делать, когда этот человек будет работать на этом месте. Я уверен, что сегодняшние студенты – это руководители нашей республики через 10 лет. Таким должна быть вот эффективность целевого обучения любого специалиста в сфере здравоохранения, в сфере образования, в сфере других спектров отраслей, но прежде всего промышленность. Мы промышленную сферу всегда чтим, делаем. Ну, сфера транспорта. Ну, очень много ребят учатся по линии Министерства транспорта тоже. Ну да, с приходом еще железной дороги это специальности вообще очень востребованные. Скажите, пожалуйста, а какая вот сложилась практика взаимодействия с вузами Москвы? Как вы с ними работаете?
С вузом Москвы у нас сложилась традиционная практика. Мы сегодня продолжаем тот путь, который был заложен еще Матвеем Васильевичем Мучным при Михаиле Ефимовиче Николаеве. Уважительное отношение к студентам из Якутии. Потому что у нас есть набор целевой. Они проходят квалификационный отбор. То есть не просто так с улицы всех отправили. Поэтому вот и отношение к тому студенту, когда у него возникают какие-то трудности в учебе, мы посредством Министерства отраслевого всегда реагируем и помогаем. Поэтому отношение такого уважительного характера. Ну, был там 2 раза случай, когда я звонил заместителю ректора, там, писал письмо ректору или что-то такое. Ответы всегда были позитивные, положительные, и отклик всегда такой: да, мы вас ценим, да, как бы вот такой комплект. В Санкт-Петербурге особенно, советом ректоров. Сегодня можно говорить, очень большое количество ректоров и заместителей ректоров выезжали в Якутию на прием экзаменов. То есть они знают это студента, когда он уже сдает экзамены. А то отношение вот финансового характера с бюджетом нашей республики, отношение к трудоустройству выпускника, который заканчивает, оно вот, несомненно, делает в том, что Якутия, как республика, как орган, который вообще формирует это отношение, к студентам относится ответственно. Поэтому вот наши взаимоотношения, как государственные такие, ответственные и, мягко скажем, такого равного характера. Мы здесь не ходим, там как бы здравствуйте, здравствуйте, там учите. Да, мы как партнеры. Я думаю, что вот эти партнерские отношения, которые заложили еще наш департамент, который вот Матвей Васильевич я не зря упоминал, потому что он лично знал каждого ректора. И многие знал лично этих студентов. Я вообще благодарен, что истоков вот этого образования Матвей Васильевич лично стоял. Он внес, наверное, вклад такой, который нельзя забыть. Мы стараемся ведь там сохранить основное зерно. Отношение ответственное к государству, к своей республике, к тем обязательствам, которые он подписывал, когда шел учиться. Это не все же просто вот ты прошел, обучился, стал другим человеком, и ты не видишь этих проблем. Он должен жить этими проблемами и понимать, вот тогда у нас сохранится преемственность поколений. Мы же должны передавать эстафету, тоже такое ответственное отношение той республики, которой в 1922 году, ну, если мы говорим об этом кабинете, вот фотографии сидят первые руководители, те люди, которые в 1922 году брали на себя ответственность, когда провозглашали Якутскую автономную советскую социалистическую республику. Мы прошли вот этот почти столетнюю дорогу, путь, сегодня 96 лет, да, мы стремимся к столетию, для того, чтобы и все направление нашей работы. Производство, то, что производится сегодня, инвестиции, которые вкладываются в будущее, студенты, которые обучаются, целевой набор – это все инвестиции в будущее. Спасибо большое. Благодарю вас за это интервью. Спасибо.